Проблемы в селе Верхняя Шера Сухумского района такие же, как и во всех других селах страны, но есть те, которые требуют незамедлительного решения. К примеру, мост, построенный в 1975 году и соединяющий нижнюю и верхнюю часть села, пришел в негодность. Оползни привели к постепенному разрушению половины моста. Больше 4 лет здесь не проезжали большегрузные машины, а в последнее время это опасно стало и для легковых автомобилей. Одна половина основания крепкая, вторая основание, вот непосредственно сейчас что делается, была в очень таком аварийном состоянии. То есть мы практически перекрыли дорогу. Там можно было легковых машин пропускать, потому что дорога сквозная выходит на Нижнюю Шеру по улице Авицба. По поручению главы государства сейчас идет реконструкция моста. Работы ведутся больше месяца. Президент приехал посмотреть, как выполняются его поручения. Строители обещали, что работы завершатся в течение месяца. Для жителей села Ишера этот мост очень важен, особенно в преддверии сезона мандарин. Чтобы попасть на центральную магистраль, им приходится проделывать большой путь. Конечно, вот дети в школу ходят. Первоначально неудобно было, но своими силами сделали тропиночку, дети ходят в школу нормально. Спасибо всем, кто помог. На машине вам приходится на машине вокруг или вот переходим туда через эту тропинку, оттуда уже на машине. Тяжело, конечно, но подождем еще чуть-чуть. Спасибо. Увидев главу государства, жители близлежащих домов пришли поблагодарить его за оказанное внимание. Президент отметил, что знает о проблемах села и заверил их, что руководство страны будет всячески помогать в решении существующих трудностей. У сельчан много проблем. Это часть только проблем, которая решается сегодня. Это вопросы вот как раз-таки и разрушенного моста, вопросы дорог, вопросы водоснабжения. Ну, какую-то часть этих проблем мы снимаем. Но это не говорит о том, что все сделано, и на этом можно будет закончить и сидеть сложа руки. К сожалению, я еще раз говорю, очень много вопросов, которые мы должны решать на селе. Вопросы, связанные и с трудоустройством, вопросы создания рабочих мест, вопросы и социального порядка. Но, во-первых, я думаю, что это задача важная и составляющая в работе государства, и мы будем эти вопросы решать. Не все сразу делается. На протяжении долгого времени местные жители ощущают нехватку питьевой воды, и этот вопрос постепенно решается, отметил глава Сухумского района. Наряду с работами по восстановлению моста прокладываются и водопроводные трубы. По словам главы администрации Сухумского района Беслана Авицба, проблема будет устранена к концу этого года. Далее президент осмотрел состояние дорог в селе. После прошедших ливневых дождей они стали труднопроходимыми. Местами дорога так обвалилась, что закрылся проезд для машин. Сейчас силами сельчан движение временно восстановлено, но ситуация может повториться. На самых опасных участках необходимо возвести 2 эстакады через овраги, говорит директор госкомпании «Абхазберегозащита» Константин Тарба. По предварительным подсчетам, на это понадобится не меньше 20 миллионов рублей. Грунт пластами идет, набор набивных сваев, 2 опоры сделать и эстакаду из легких металлических конструкций здесь. Но все равно под этой, как говорится, эстакадой оно нужно будет все время чистить. Оно будет наносить. Да, конечно. Тем более, если у вас опоры будут стоять, они все равно будут. Да, они будут на сваях, на это мы делали расчет больше. Президент Рауль Хаджимба отметил, что несмотря на то, что сумма достаточно большая, средства необходимо изыскать. Дороги – самое главное для сельчан, и движение по ним должно быть безопасным, говорит глава государства. Президент посетил и первую абхазскую среднюю школу села Верхняя Шера. На сегодняшний день здесь учатся всего 18 детей. Абхазский сектор был закрыт из-за отсутствия детей абхазской национальности. Родители отдали их в городские образовательные учреждения. В прошлом году в школе поменяли окна и привели в порядок классные комнаты, но необходим капитальный ремонт здания. Спортивный зал был восстановлен 7 лет назад, но уже пришел в негодность. Пол прогнил и местами проваливается. Директор школы отметила, что здесь занимаются спортом не только учащиеся школы, но и молодежь села. И это для них единственное место досуга. Рауль Хаджимба предложила объединить все школы в одну и разделить по секторам. По мнению главы государства, хоть это не самая популярная мера, но она даст возможность сэкономить ресурсы на восстановление зданий. Лучше будет же, наверное, если, предположим, в одной школе будет контингент по численности большим, чем в школах по 15, по 20 человек, 3 школы. Тогда в каждой школе практически нужны педагоги всех предметов, когда можно будет здесь объединить их всех в одну школу и помочь одной школе, которая реально будет работать. Ну и какое-нибудь транспортное средство, которое поможет их доставлять сюда. Я думаю, так лучше будет. Развитие сельской инфраструктуры, проблема занятости молодежи, как и ряд других вопросов, пока остаются в селе нерешенными. Рауль Хаджимба отметил, что одной из основных задач, стоящих перед руководством страны, это укрепление села и поддержка сельских жителей. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.